Доброе утро, друзья! Сегодня 25 апреля, и у нас сегодня, скорее всего, крайний день этого сезона пребывания на этой замечательной реке. Сегодня время уже поздно. Проснулся в 4 утра, вышел, посмотрел, градусник минус 15 было. А в избе такая комфортная температура. 8:37 уже вон. 8:37. Это почти 9 часов уже, вот это я поспать. И я решил, короче, выспаться сегодня. Думаю, ну, так-то, в принципе, в планах было еще ночь переночевать. Но решил выезжать сегодня, так как клев вчера был плохой. Ведерочко я взял позавчера. Ну, плюс вчерашним, точно ведро будет уже. Я думаю, этого вполне достаточно. И сегодня решил выехать, потому что сегодня, наверное, будет жарко. Потому что уже минус 3 на градуснике, и на солнце просто печет. Я вот уже разделся, приготовил лунки. И будем пробовать. Так, сегодня будем пробовать до 2, наверное, где-то. И потом соберемся и поедем. Не будем рисковать. Речка мне вчера предупреждение уже дала. Провалился на урагане. Хорошо, что повезло не совсем. С помощью реверса получилось у меня выехать. А если бы не реверс, я не знаю просто, как бы я вытащил. Глубина там больше метра. Если бы я его утопил, то бы все без помощи других я бы уже не смог, наверное, бы его вытащить. Так что, несмотря на то, что здесь в среднем течении реки еще лед толстый, в местах завалов и где перекаты льда уже нету. А на завалах просто снег и вода и бревна там. Так что не будем рисковать. Да и если сегодня будет припекать и дорога рухнет автомобильная, которая зимник был, там тоже болото в одном месте уже вышло на дорогу. Ну, не будем рисковать. И так в этом году уже сколько? Раз 5, наверное, на этой реке был. 5 или 6, точно уже не помню. И на этом, шпаклевок с утра опять нету. Навряд ли. Надо было все-таки мне остаться в верховьях, наверное. Пробовать там, где клевало. Зря я сюда приперся. Испугался там, что льда нету. Можно было бы на лыжах резать, не по реке ездить, а ходить на лыжах от плеса к плесу, от ямки к ямке. Ну что уж. Все, что он делает, то все к лучшему. Я считаю так. Новое место. Вчера здесь я поймал одного крупненького, первого самого. Сейчас он пробурил. Раз, два, три. Вчерашние 3. А вчерашние 4. И раз, два, 3 свеженькие луночки. Сначала пройдусь крупной блесной. Потому что здесь типа ямки, может щука взять. Ну, а потом уже мормышкой. В принципе, это блесна, если хариус активный, она очень даже как бы результативная. На прошлой рыбалке я и щуку поймал, щучку на эту блесну. Хапнула. Хорошо, что не перекусила. Эти блесенки ручной работы, ну как мне в магазине сказали. И стоят вообще недорого. 25 рублей, что ли. Покупал я их в Ухте. В военторговском магазине. И не жалуюсь. Дешево и сердито. Крючки хорошие, острые. Не ржавеют, не ломаются, не гнутся. Блесна не тускнеет. Вообще шикарно. За 25 рублей это вообще ни о чем. Это не реклама, это просто рекомендация.
Для земляков, которые бывают в Ухте, можете зайти напротив Тимана, есть военторговский магазин. Там продаются мормышки, блесенки ручной работы. Отличные. Что-то было похоже на поклевку. Или траву зацепил, или я кого-то уколол. Что-то было типа подтяжки, что-то такое. Солнце просто печет. Хоть загорай, раздевайся и загорай. Жара на улице. Ветра нету. Погодка зашибись, но не клюет. Но не клюет. Клюет тогда, когда хреново нам, рыбакам. Ну да, все правильно. Сбит. Вот позавчера, да. Мело так, что, блин, даже глаза слепались. Примерзали друг к другу, особенно когда на буксе едешь. Весь сырой был напрочь. Все сырое. Все в снегу, а клевало. И клевало неплохо. Так что нам плохо, рыбе хорошо. И наоборот. Вот сейчас вот благоприятная погода, солнышко, зашибись все, а рыба не клюет. Или нет ее, или хрен его знает. Я не знаю, видно, не видно, но это бабочка. Желтая бабочка. Обалдеть. На улице зима, а она уже вон летает. Села. Сейчас мешком кину, чтобы было видно где. Где-то вот там. Ага, попал почти в нее. Вот она. Ха-ха. Прикольно. Вот это да. Как желтый листик. Хо-хо-хо. Вот тенате. Бабочки зимой. Ну как зима? 25 апреля уже не зима. Скоро весна. Так, время уже 20 минут 12. 11:20. Поклевок больше не было. Ну и нечего время терять. На этой минорной ноте я буду заканчивать свою рыбалку на этой прекрасной речке. Погода прекрасная. Ветер, штиль полный. Только слышно, вот в лесу дятел долбит. Короеда вищет. Вот голова-то его не болит. Трррр. Это с какой скоростью он долбит? Не знаю, слышно, не слышно. Кроме дятла вообще ничего не слышно. Солнышко, безветрие, красота, только не клюет. Так, сейчас закругляюсь. Сматываю удочку. И этот сезон на этой речке я считаю закрытым. Хватит, половили. Теперь надо еще сделать дрова. Спалил сколько я вчера чурку. Полторы чурки, может быть. Надо приготовить как минимум двое больше. Сейчас сделаю дровишек, соберусь, пообедаю и съезжу еще на одно место. Это получается тоже эта река, но намного ниже. Там есть один плес, где иногда очень хорошо клюет окунь. Ну, бывает плотва, бывает окунь. Мы там были в этом году, разик. Поймали одного окушка, 2 ерша и 2 малявки. Но сейчас уже весна. Может там клюет. Так что съездим и посмотрим. Ну вот, набрали воду.
канистру 10 литров. И я говорю этой речке: до свидания. Я не говорю прощай, я говорю до встречи в следующем сезоне. Живы будем, я обязательно сюда приеду. Я еще здесь порыбачу. До встречи, река. До следующего сезона. Ну вот, нашел подходящую сушинку и от дороги, от Буранки недалеко. Вот еще заодно спильну. Ну, хватит. Ну вот и все. Этих дров хватит дней на 5 весенний период. Спалил 2 чурки, приготовь 10. По такому принципу надо относиться к лесным избушкам. Оставь за собой порядок, приготовь дров. Хотя бы вот это элементарное правило соблюдать. Не бери ничего. Лучше принеси с собой что-нибудь в избу. Но ни в коем случае нельзя брать из избушки ничего. Так что как-то вот так. Ладно, сейчас грузимся, везем, кушаем и едем на новое место. Как-то вот так. Откуда дровишки из лесу вестим? Ух ты! Весь ураган опилками засыпал. Теплый, теплый. Пилу перевожу в мешке, так как с этими снегопадами, завихрениями пила плавно превращается в кусок льда и перестает работать. Выскакивает там одна деталька с газа. А так она всегда чистенькая, сухая. И всегда со мной. Пила в лесу нужна всегда. Где-то дерево упало, где-то застрял, вагануть что-то надо. Без пилы никуда. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Урагану пофиг. Кубатура тащит. Ну вот, друзья, уже без 5,3. Без 5,3. И мы наконец-то уже на месте. Я успел пробурить 10 лунок. Лед рыхлый, глубокий, но рыхлый. Пробовал старые лунки, они еще больше замерзли, чем теляк. Короче, пробурился. Теперь будем
Будем пробовать, что поймаем. Глянем, что у нас тут. Надеюсь на окуня. Надеюсь на окуня. Ну, возможно, плотва. Может и хариус клюнуть. Посмотрим. Посмотрим. Главное, добрались до места, и это хорошо. Тут ямка, не ямка, плес, не плес, что-то среднее. Не сказать бы, что ямище глубокое. Но и не мелко точно. Здесь мы ловили окуня очень хорошо как-то года 3 назад. Ёрш. Ёрш долбил, оказывается. Чё, ёрш, тоже рыба. Итак, ерша мы нашли. Товарищ ёрш. Еще кто-то долбит. Ну да, конечно, такую даль-то стоило. Это малек, походу. Такую даль стоило сходить, съездить, чтобы ершей половить. Ну вот, опустили камеру на дно. Что мы видим? Ни хрена не видим. Малек проплыл. Вон что-то стоит, ёрш или окушок. Один. И все. Ну вот, просмотрел я все 10 лунок. Увидел пару ершей, пару малявок и одного маленького окушка. Здесь рыбы нет. Как бы это ни удивительно, но ее здесь нет. И что я здесь пытаюсь поймать? Пустыня. Вот это да. Что за птица? Слышно? Ладно. Все печально и все грустно. Поехали дальше. Здесь рыбы нет. В этой луже рыбы нет. О, наконец-то я нашел рыбу. Там на одной лунке вот чуть ниже получается. Одну плотвичку видел. А тут их вон целая стайка. Вон они плавают. Раз, два, три. Вон их сколько здесь. Ага. Нашли мы рыбу этой лужи. Короче, друзья, что не говори, а камера это все-таки вещь. Я как врач все лунки обошел, там ни одной рыбы не было. Ну, малявка, ёршик, один маленький окушок. Здесь тоже начал смотреть пусто, 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 пусто. И вот начиная вот с этой лунки. А, вот тут вот одну плотвичку увидел. Здесь их штук десяток. Вот это, короче, по всему периметру, вот тут вот, по лункам. Вот так вот плотвы. Короче, попробуем поймать. Есть-то она уже есть, это точно. Сейчас мы ее попробуем поймать. Опять плотва. Не на озере, так на реке. Ну ладно. Хоть плотвичек надергать.
Если она клевать будет, то это хорошо. Ничего себе ямка. Ага, нашел. Так, посмотрим время. Так, а время у нас уже 22 минуты 5. О, вот и поклевка. Вот и поклевочка. Вот она. Вот тебе и плотва. Там уже плотва была. Ты иди гуляй. Мелковат ты. Нормально. Ждал. Плавала плотва, попался окунь. Вот это фокус. Если бы крупный окунь будет... О! Это плотвить. О! Тоже мелко. Иди плавай. Что он такой мелкая-то? Если такая мелкая, она мне нафиг не нужна. На озере там хоть крупная плотва ловилась. Таких только пару штук и попало, что отпустил. В камере вроде крупная смотрелась. Что-то очень вяло клюет. Как плотва. Опа, оп, о, вот тут вот более-менее вес был. Сошел. Блин, опять сошел, да что такое? Ёрш. Вот это плотва. Вот это номер. Ага. Вот более-менее активно. А ты уже пойдешь. С пивом потянет. Ого! Вот это плотва. Вот это номер. Красавчик. Ты мне нравишься. Вот это фокус. Но если такие окушки будут клевать, я буду просто рад. Плотвичка. Ну, наконец-то. Наконец-то на закате дня я дождался этого клёва. Сколько успею подергать, я подергаю. Пока клюет. О, красава. Красота. Но окунь, конечно, меня порадовал. Это вторую удочку с этим, с блесенкой, наверное, поставить. Вдруг окушки будут. Точно сейчас так и сделаю. О, еще окунь. Ну-ка. Схожу-ка я за блесенкой. Короче, вон какая блесенка у меня есть. Есть вон такой балансир. Сначала на балансир попробую. Ох ты, что-то тут делает. Вот она что тут делает.
Одну нашел. Ладно, будем пробовать на балансир. Есть окушки, нет. Не знаю, как окушки, но... О, какая. О, какая. Плотва есть. Хорошая штука эта камера. Если бы не камера, я бы думал, о, рыбы там сколько, а просто она не клюет. Я бы так и думал. А так посмотрел, нефиг там делать. Посмотрел бы эту ямку, не нашел бы я рыбу, поехал бы домой уже. А так теперь я не знаю, поеду ли я домой. Вон на балансир какой окунь попался. Мелкий. Ну, на балансир. Ну, на балансир. Значит, если крупный подойдет, наверное, тоже ударит, я так думаю. Если мелкий бьет, значит и крупный должен. Вот это хорошая какая. Одно заглядение. Клюет отлично. Все снимать не буду. Но смотри. Смотри, какие красавцы. Просто супер. Просто супер клев. И что мне здесь еще нравится, в отличие от озера, здесь меньше глубина, тут метра два, не больше. Не надо вот это, блин. А клюет так же, а это что-то мелочь там. Ёрш. Балансир брать не хотят. Пробовал блесну, тоже не хотят. Два окушка вот на мормышку попало, и все. Плотва тоже рыба. Прошлый раз, когда привозил, пол ведра где-то осталось, мы засолили кишками. Перед отъездом повесили на батареях сушить. Сейчас приеду, она уже провялилась, наверное. Как раз с пивасиком. Опа. Ладно, все подряд снимать не буду. Что-нибудь такое интересное будет, включусь. А так вы сами все видите. Вот так клюет отлично. Времени, правда, мало уже осталось. Солнышко на... еле-еле видать, скоро спрячется уже. Ну что, успею поймать, то успею. Только выключился, пошел окунь клевать. На балансир, главное, рядом не берут. А на мормышку вот начал играть. И вон два окушка с ладошку. Два братика, акробатика.
Стайка окушков, что ли, подошла? Нет, это плотва, походу. Ага. Уже чувствуешь, кто идет, или окунь, или плотва. А может, на игру балансиром окунь подошел, а брать стесняются. Тоже как бы варик. Тоже вариант. Ну, тогда мы еще поиграем. Ну что? Пусть вся рыба подходит. И мирная, и хищная. Мы всех видеть рады. О, клетка. Нравится мне это, когда клюет. А когда наоборот, плохо. Вот вчера мне вообще не нравилось. Сегодня мне, в принципе, вчера хоть я еще что-то поймал. Там 2 хорошеньких крупных было таких. Сегодня вообще, пока вот это место не нашел, целый день херней страдал. Надо было сразу с утра ехать. Была ведь такая мысль? Нет. Попробую по луночкам. Ага. Полдня прошло по этим луночкам, блин. А тут бы я уже надергал. Ого. Если бы, конечно, нашел. Вот. Самая мелкая плотва, которая здесь мне попалась. Вот. Даже на жерлице она крупная. Вот такую мы отпустим. Жерлицы я на этот раз с собой не взял. После последнего раза что-то у меня вообще настроение пропало ими пользоваться. На озере была щука или мелкая, или что. За 4 дня поймал только одну щуку. О, вот это другое дело, плотва как плотва. О. Кучка растет. Кучка растет. Это хорошо. Солнышко уже почти село. Он освещает только верхушки деревьев. Луна проглядывается уже. Скоро вечер. У нас вон кучка растет потихоньку. Сколько штук, наверное, 7 уже окушков. Остальное все плотва. Клев немного успокоился. Но нет-нет, да поклевывает. Пока совсем не стемнело, решил включиться ненадолго. Один пауэрбанк уже сел. Так что энергию надо экономить. Начало темнеть. Ну, снова как солнце село. Пошли поклевки окуня. Он, наверное, штук 5-6 еще поймал. Штук, наверное, 15 там уже их. Не крупный, а такой с ладошку, нормальный окунь. И самое интересное, вот, поставил эту харюзовую блесну. Бирюзовая, окуневая. Вон какая большая. На нее поймал несколько крупной плотвы. Мелочь не долбит. Ну как мелкий-то это нет. А вон. Вон какие кабанеллы. Вон. Вон. Это все на крупную блесну шандарохало. 22 окуня и плотвы. Сейчас соберем, потом включусь.
Вы не поверите, но ровно 100 плотвиц. Надо ж так, а? Не осталось? Нет. 100 штук ровно. И ведро у меня стало полное. Ну, это я понимаю. Поклевки были. Не то что целый день. За пару часов надергал ведро плотвы. Когда я начал? 5 было вроде бы, да? 5. Сейчас сколько? Ну, 6, 7, 19, 40. За 2 часа 40 минут. О, поклевка. За 2,40 ведро плотвы с окунями. Я считаю, неплохо. Скоро, наверное, видимость будет 0. Я еще до конца так и не решил, поеду я или останусь. Когда буду проезжать возле избы, там и приму решение. Ну а пока давайте прощаться ненадолго. Или до завтра встречаемся на реке, или на реке в следующий раз. Теперь уже на большой реке, на реке Печора. Или завтра, или потом. Но в любом случае мы встретимся. Подписывайтесь на канал Коми Рыбак. И вы еще увидите не столько рыбы. Рыбы всякой, рыбы разной. Пока. Я не знаю, видно меня или не видно. Но, короче, я не стал оставаться в избушке, решил ехать домой. Так что встретимся на рыбалке в следующий раз. Поехали. Немножечко засниму красоту ночного леса. По буранке шли, чтобы не проваливаться. Так, лево, так, справа.